лето, сколько солнца, сколько зелени кругом. Наступает снова лето, и тепло пришло к нам в дом, а вокруг так много света, пахнет елью и сосной. Вот бы было так, что лето было круглый год со мной. На сцене Олеся Миланич, Бетховен, к Элизе. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Вот и наступил для нас долгожданный праздник – окончание учебного года, который посвящен Международному дню защиты детей. Этот день посвящен вам, дорогие ребята! На сцену мы приглашаем наших первоклассников. Праздник солнца, праздник света. Приходите в гости к нам
рады мы всегда гостям. Дети – это счастье, дети – это радость, дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда, их по благодати взрослым дарит Бог. Дети, как ни странно, также испытать. Дети, как деревья, сами не растут. Им нужна забота, ласка, понимание. Дети – это время, дети – это труд. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт. Дети – это мы. Давайте поприветствуем нашу юную пианистку Юлию Визметинову. Она исполнит две пьесы «Будильник» и «Кораблик-ложка». Стоял кораблик-ложка в картофельном порту. Ушел кораблик-ложка с картошкой на борту. Поплыл кораблик-ложка с картошкой по волнам. Плывет кораблик-ложка, Алешка его ам. Качая клювом и хвостом, будильник ходит под окном. На лапах шпоры, сам свершок, а на макушке гребешок. Живет будильник во дворе, всех будет рано на заре. Куда железному звонку, когда звучит кукареку? Музыка, играй, пой, душа, пляши, до чего же ваши песни хороши? Встречайте, Валерия Прыгун с песнями «Чудеса» и «Считалка». Чудеса, чудеса, сел за рояль лиса, лиса пианистка, рыжая артистка. На улице две курицы с петухом дерутся, две девицы, красавицы, смотрят и смеются.
Продолжает наш концерт наши юные первоклассники. Они в этом году успешно стартовали в музыкальную жизнь. Хочется им пожелать огромной любви к музыке, много терпения и старания. Удачи вам, наши юные таланты! На сцене Аделина Котова. Вальс. Особенный сегодня праздник. Сегодня думаем о тех, кто в доброте, в защите нуждается сильнее всех. Ведь истинное чудо – дети. Самой природой нам дано. Пускай счастливее всех на свете растут они, как суждено. Выступает Семен Кадышев. В его исполнении звучат вариации русской народной песни «Во саду ли в огороде». Извиняюсь, ах вы сени мои сени. Каждый день этого радостного большого праздника будет распахиваться как новая страница интересной и яркой книги. Это книга, в которой будут и приключения, игры и сказки, загадки и походы. А самое главное – это мирное небо над нами. Детство – время золотое и волшебные мечты. Детство – это мы с тобой, детство – это я и ты. На сцене Валерия Лейман. Вариации «Во саду ли в огороде». Хотим, чтобы сегодня исполнялись все ваши самые заветные желания. Праздник сегодня, праздник детства. У нас с ребятами хорошее настроение, и мы загадали желание. О, как же я хочу, чтобы исполнились все мои мечты. А взрослые говорят, чтобы чего-то получить или добиться, нужно приложить усилия. Вот бы так раз и все просто-запросто получить. Вот и я загадала. Я хочу, а исполните, тогда слушайте. Мороженых, пирожных. Позволь тебе напомнить, чтобы что-то получить, нужно потрудиться. Но в твоем случае поучиться. Сделай то, сделай все, а в учебниках ничего не поймешь.
А сделай что-то не так, двойку получишь. Нет, в школе делать нечего. А у меня все и так получится. Нужно только очень захотеть. Звучит пьеса «Дождик» в исполнении Юлии Камыниной. Вот уж лето наступает. Всем нам так хочется убежать от городской суеты и насладиться солнышком, морем и соленым ветерком на экзотическом острове, даже с таким таинственным названием, как Чунга-Чанга. Песня Чунга-Чанга впервые прозвучала в мультфильме «Катерок» с легким и незамысловатым сюжетом. Маленький катерок Чижик попадает в шторм, который уносит его в дальние моря к маленькому островку. Там нашего путешественника встречают озорные ребята, жираф-попугай, которые поют веселую песенку о своем острове. Не все знают, что остров Чунга-Чанга не дразнилка и не фантазия мультипликатора. Он существует и безуспешно скрывается под именем остров Сайпан в синих водах Тихого океана. Все как в детской песенке, и кокосы с бананом, и лето круглый год, и беззаботность местного населения. Так что добро пожаловать в лето! На сцене фортепианный дуэт в составе Ярославы Толокновой и Лилии Немгировой с пьесой «Чунга». Для того, чтобы быть счастливыми, нужно радоваться каждой минуте жизни, летнему ветерку, пению птиц и мирному небу над головой. А еще иметь много друзей. И вот Саша Гуляева подружилась с Дианой Милюковой. Они умеют вместе немного шалить на рояле. В их исполнении прозвучит танец полька.
развеселили бы нас, аж ноги сами в пляску пустились. Сегодня у нас в гостях дети из детского сада «Аленка». Они нам хотят рассказать один замечательный рассказ. Приглашаем на сцену Марию Хлудневу, Валерию Прыгун и Юлию Кукарину. В их исполнении звучит инсценировка стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Багаж». Уважаемые пассажиры, поезд Москва-Житомир отправляется через 5 минут. Ура! Успела! Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Где собачка? Где собачка? Минуточку. Пушинка, Пушинка, Пушинка. И маленькая собачонка. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово. Уложен багаж. Диван. Юля, говори. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина. Товарищи! Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Ту-ту. Приехали в город Житомир. Носильщик 15 номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А сзади ведут собачонку. Собака так закричит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван. Картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции, от вас был получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, тонко и... Однако за время пути собака могла подрасти. Не уходите, не уходите, не уходите. Вот такой замечательный номер подготовили наши гости из садика «Аленка». Я хочу их поблагодарить Юлю и Машу. А Вере я хочу вручить от моей ученицы такую грамоту за творческие успехи. Пусть будет все так, как захочется. Мечты воплотятся, желания. Когда есть способности к творчеству, то цель достижима любая. И замыслы разнообразные, легко приводить к исполнению. Награда тебе за фантазию, за поиск и воображение.
в этом году у меня, как сказать, очень большой урожай на малышей. Их просто много. В этом году у меня появилось 7 первоклассников. И все они такие замечательные, такие хорошие. С ними очень интересно уроки проводить. И не только уроки, с ними очень интересно общаться. Все они умные. И я хочу их поблагодарить. Но начнем мы с Семена Катышева, да? Я ему вручаю вот такую грамоту за творчество и талант. Полокнову Ярославу. Ярослава очень активная, целеустремленная девочка, да? И в этом году участвовала в конкурсе ансамбля. Долго состояние одноклассницы Елене Мгировой, да? Лилечка, подойди сюда, мы тоже тебя поздравляем. Они обе очень хорошие, старательные девочки и отличницы в этом году у нас. Камынина Юля. Юлечка тоже у нас очень активная. Стала заниматься к концу года очень-очень хорошо, на пятерке, да, подтянулась, потому что не хватает ей времени иногда было, да, заниматься, загруженности много. И на танцы мы ходим, и на вокал ходили, и в музыкальную школу. Но она старается, и у нее наверняка все получится. Лейман Валерия. Лера сегодня рассказывала стихи очень хорошие, да, что бывают трудности у нас, но мы их преодолеем, да, надеюсь. У нас все будет хорошо. Молодец, она тоже удачно, успешно окончила первый класс. Милякова Диана. Ну, Диана тоже награждается за творчество и талант, проявленный в этом году в конкурсе фортепианных ансамблей вместе с Александрой Гуляевой. Сашеньке я тоже вручаю грамоту. Она у нас уже учится 4-й год в музыкальной школе, хотя обучается в 4 классе. Это уже, наверное, у ней 5-й конкурс, да, в этом году. Молодцы. Котова Аделина. Будем надеяться, что она проявит свои творческие способности и талант еще больше в следующем году. Молодец, поздравляю. Решение первого класса. Юлечка Визметинова, да, в этом году у нас будет поступать вместе с Валерией Наверное, в первый класс, да, мы надеемся, в музыкальную школу, и будет учиться на хорошо и отлично, да, Юля? Молодец. Четвероногий питомец танцует по комнате. Стремясь догнать свой собственный хвост, писательница Жорж Санд взглянула на любимого композитора Фредерика Шопена и заметила: «Если бы у меня был ваш талант, я бы положила музыку на движение этого песика». Фредерик с улыбкой пересел к инструменту и набросал мелодию. Так появился вальс маленькой собачки, вошедший в историю под псевдонимом «Собачий вальс». Собачий вальс известен в разных странах под разными названиями. В Германии он называется блошиным вальсом, в Венгрии ослиным маршем, в Финляндии кошачьей полькой. В исполнении Анастасии Полищук и Нелли Петровны звучит собачий вальс.
Каждому из нас хочется хоть на мгновение оказаться там, в этой маленькой стране под названием детство. Покопаться в песочнице и в знак большой дружбы стукнуть Юльку лопаткой по голове. Устроить потасовку с сережкой из-за трехколесного велосипеда или взмыть под облака на качелях. А мы с вами отправимся покататься на автомобиле. Облупился мой капот, следует признаться. Я уже совсем не тот, чтоб на мне кататься. Не товарный стал мой вид, и насос уж барахлит. А рессоры как скрипят, пальцы старые стучат. Тусклый свет поблекших фар, на свечах большой нагар. Туговат акселератор, не в дугу аккумулятор. Слаб свечей моих накал, да и выхлоп громче стал. В общем, стар автомобиль. Ну и что теперь, в утиль? Но уж, дудки, я ведь вам не утиль, сырье и хлам. Да не нов, бесспорно нет, но не хлам, а раритет. Меня ждут в кино сниматься. Если целью той задаться, сильно с горки разогнать, то меня вам не догнать. Я участник всех парадов автомота старины. Я различные награды привожу со всей страны. Значит, рано на покой. Эй, перед бампером не стой. Арина Головачева и Александра Лейман. Старый автомобиль. Дождь слепой берега размывает. Странно это, и солнце, и дождь. Очень разное в жизни бывает, и названия всему не найдешь. И покажется выдумкой чей-то зной июльский и августа цвет. Пусть останется в наше лето, много зим, много будущих лет. Будет день новым светом наполнен, и когда-нибудь скажешь ты сам, что любовь не безоблачный полдень, это солнце с дождем пополам. Полина Сопина, под дождем и под солнцем.
каждый взрослый, прежде чем нанести любого виду травмы ребенку, вспомнит. Ведь он тоже появился из детства, и он тоже проходил через многие трудности, непонимания и проблемы. Что он тогда чувствовал, как переживал, и всегда ли рядом оказывался человек, который мог ему помочь, который знал, как это сделать. На сцене Мария Митрофанова. Прелюдия. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте, зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если валит усталость с ног, совладай с ней нету мочи. Но к вам подойдет сынок или руку протянет дочка. Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Если это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите, ведь растают, как снег весной, промелькнут дни золотые эти, и покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленьким песню спеть, щечки нежной губами коснуться, и пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться. Вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. На сцене Вероника Пустовая, элегия.
Окончены уроки, перешли мы в старший класс. Полежать на солнцепёке приглашает море нас. Солнце, твое восхождение красками свежести все освещает. Утро нового дня рождения первый луч искры жизни зажигает. На сцене Полина Голубева «Рассвет». «Забери меня с собой на Луну».
хочу поблагодарить своих и старшеклассников сегодня за то, что они у меня, такие помощники, вообще все ребятишки хорошие. Только обратись к ним с какой-то просьбой, они все бегут на подмогу. Вот любой, никто никогда не откажет, ни из родителей, ни из детей. Я вам всем благодарна и хочу поблагодарить вас всех. Софьина Полина. Лейман Александра. Настя Полищук. Молодец. Очень творческий человек, везде, во всех конкурсах участвует. Молодец. Головачева Арина. Митрофанова Маша. Молодец, старается. Пустовая. А я, можно сказать, правая рука. Теперь осталась моя наставница, да, будущая? Олеся Милаева. Очень творческий человечек, спасибо большое. И хочется сказать очень теплые слова моей выпускницы. Это Голубева Полина. Обучалась она в музыкальной школе с подготовительного класса. Очень эмоциональная девочка. Активная, энергичная. С ней всегда интересно общаться. Я вот тебе хочу, Полина, вручить такую грамоту. Любите музыку, друзья. Нам без нее никак нельзя. Она и радует, и силы прибавляет. Она с рождения до конца ласкает нежностью сердца. Как добрый друг по жизни рядышком шагает. Завтра ваш праздник, ребята. Все дети огромной земли друг к другу спешат с поздравлениями, желая здоровья, любви. И мы вам, родные, желаем, живите и радуйте нас. Пусть сбудутся ваши желания, и мир будет добрым для вас. Звучит финальная песня «Мы дети солнца». Полина еще идет.
Армитка, да, Софья и Даша. И то, что они приняли участие в нашем концерте. Скажи, скажи, художник, какого цвета дождик и утреннего солнца апельсин? Возьмем из доброй сказки все солнечные краски и нарисуем 1000 картин. А лето — это праздник, пусть ветерок проказник нам песенку веселую споет. И в звонкой птичьей трели, как яркой акварели, волшебный мир мелодий оживет. Красное, зеленое, оранжевое лето, голубое небо, алые рассветы, желтый одуванчик, синяя река, белые пушинки, облака. Какого цвета лето, расскажут нам рассветы и розные душистые луга, цветочные поляны и белые туманы, а в синем небе радуга-дуга. Красное, зеленое, оранжевое лето, голубое небо, алые рассветы, желтый одуванчик, синяя река, белые пушинки, облака. А лето — это праздник, пусть ветерок проказник нам песенку веселую споет. И в звонкой птичьей трели, как яркой акварели, волшебный мир мелодий оживет. Красное, зеленое, оранжевое лето, голубое небо, алые рассветы, желтый одуванчик, синяя река, белые пушинки, облака. Красное, зеленое, оранжевое лето, голубое небо, алые рассветы, желтый одуванчик, синяя река, белые пушинки, облака. Солнце смеялось, с ними птички пели, жизнь усластена слаще карамели, громко-громко леденцы хрустят. Ведь это всем давным-давно известно, что для развития ума полезно кушать мармелад и шоколад. И это
Иди сюда. Бежи по кругу, бежи. Еще бежи в другую сторону. В другую сторону. Отойдите подальше. Так, это правильно, Диана, Я желаю вам, чтобы вы всегда учили детей и хорошо старались учить. Ой, спасибо. Я хочу сказать, Сейчас, Лера, Диана. я желаю, чтобы учили, чтобы ваши ученики знали. Спасибо. А еще такое стихотворение, ты не помнишь, его ты рассказывала? Забыла, писала долго, целый час. Ну ладно, молодец. Я желаю вам, чтобы вы оставались такой же красивой, учили детей и чтобы они очень-очень были с вами. Я желаю вам, чтобы вы продолжали учить детей и жили долго лет. О, спасибо. Да у них Спасибо, спасибо. Саша? Я желаю, чтобы вы всегда были красивы и чтобы вы были всегда счастливы. Спасибо. Я желаю вам, чтобы на всех конкурсах побеждали. А мне творческих успехов желает, да? Спасибо, спасибо. Я желаю вам счастья, работы, любви, здоровья. Как приятно, как красиво. Давай, Юля. Алина, я тебе желаю, чтобы ты училась в музыкальной школе очень хорошо и всегда училась на пятерке в обычных своих знаний. Спасибо. Сашенька. Нет, давайте просто пожелания всем, всем. Всем пожелания. Саша, ты желаешь, Что я начну? Ты все хотя бы учиться. Кто не хочет, бывает проще. И у тебя все получилось. Спасибо, Диана. Ну и тебе я, конечно, желаю счастья, любви и здоровья. Кто еще? Подожди. Давай. Слава, я тебе желаю, чтобы ты бежала в поле и училась в музыкальной школе на пятерке, а не на двойке. Юля. Я тебе желаю добра, счастья, здоровья, чтобы ты всегда была счастливая. А теперь вопрос. Вам нравится музыкальная школа? Ошибку превращая в улыбку все грустинки и слезы. Это просто воскресенье, суббота. Дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а я них, у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если избавиться счастье, подели его на счастье и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья.
друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по кругу друг протянет руку, то будет видно, дружба это экватор. Если каждый друг планеты друг ромашки помашет, то станет ясно, дружба это планета Маша. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Катюша на высокий берег, на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, разных новостей заварила. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети над ясным солнцем свет. И пойду на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. И пойду на дальнем пограничье, от Катюши передай привет.